кто готовит захват Беларуси, кто не даст развалиться НАТО и прощание с легендой и целой эпохой вслед за ней. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Покушение на Фицо. Почему словацкий премьер не простил нападавшего? Олигархи захватывают власть в США. Кто может все изменить и кого Джо Байден имел в виду? Почему сорвана сделка по возвращению заложников и что с ними будет теперь? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Нельзя прощать убийцу, говорит президент Украины премьер-министру Словакии. В интервью польским медиа Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Робертом Фицо на одном из саммитов. В ответ на слова Фицо о том, что, цитирую, «нужно понять, где зло, а где нет», конец цитаты, Зеленский задал прямой и жесткий вопрос. А я ему ответил, что нельзя прощать убийцу. Я ему говорю, в тебя стреляли, почему ты не простил убийцу? Почему ты арестовал человека, который в тебя стрелял? Стрельба в Роберта Фицо была осуждена европейскими лидерами как преступление, и Путин точно такой же, он стреляет в других людей, говорит Зеленский, и добавляет, что пророссийская риторика Словакии – это опасная игра. Английские и французские миротворцы могут прибыть в Украину, об этом пишет The Telegraph. Пока Европа пытается придумать, как быть с войной в Украине, Макрон и Стармер за чашечкой чая обсуждают отправку солдат в качестве миротворческого контингента. Французский президент уже успел поговорить об этой идее с Зеленским и польским премьер-министром. А вот британский премьер, похоже, еще думает, стоит ли рисковать, чтобы не показаться трусом перед союзниками. Источники The Telegraph из британского ведомства считают, что пока рано. Существуют проблемы в отношении того, что мы могли бы поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и является ли это эскалацией. Даунинг-стрит и Елисейский дворец скромно молчат, но инсайдеры пишут, что проблемы есть и риски высокие, и звучит это как эскалация, а не как мир. Может, именно для этого приехал в Киев премьер-министр Великобритании, чтобы обо всем узнать из первоисточника. Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Официально заявлено, что документ направлен на укрепление сотрудничества в оборонной, научной и экономической сферах. Среди заявленных инициатив совместные проекты в области морской безопасности, разработка технологий в здравоохранении и агросекторе и контроль за экспортом украинского зерна. Кроме того, Великобритания объявила о выделении 40 миллионов фунтов стерлингов на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине. Как вы думаете, 100-летняя дружба с королевством действительно будет такой долгой и крепкой? Пишите в комментарии, что думаете о таком долгосрочном договоре. Украинские дроны готовят новую тактику устрашения для Беларуси, а украинские войска готовятся захватить приграничные районы республики. Об этом пишут пропагандистские белорусские медиа. А госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что украинская разведка активизировала свою деятельность в приграничных районах, включая попытки вербовки белорусов через интернет для сбора данных о размещении войск. Ну а также для подобных целей, как говорит Вольфович, украинские боевики готовы использовать так называемых «змагаров». Запад планирует захватить приграничный район Беларуси с помощью экстремистов и ввести туда так называемые миротворческие силы. Вольфович говорит, что Беларусь готова отбиваться орешником, тактическим ядерным оружием и используя систему «Искандер-М». Остается вопрос, насколько такие заявления отражают реальность в принципе. Возможно, это очередной способ создать напряжение перед выборами и укрепить контроль и страх внутри страны. Как думаете вы, что это такое и почему такие заявления звучат? Вдруг действительно миротворческие силы Запада хотят зайти в Беларусь и занять там несколько приграничных районов? Пишите в комментарии, не сдерживайте себя.
Американские олигархи захватят США, предостерегает Джо Байден, пока еще президент. Джо Байден завершил свою политическую карьеру прощальной речью 15 января, предупредив об угрозах для демократии, от растущего неравенства до лавины дезинформации. Он признал, что свободная пресса рушится, а страна остается разделенной. Я не сомневаюсь, что Америка в состоянии продолжать добиваться успеха. Я хочу предупредить страну о некоторых вещах, которые вызывают у меня большую тревогу. Это опасная концентрация власти в руках очень немногих сверхбогатых людей. Опасные последствия, если злоупотребление властью останется бесконтрольным. Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также честным шансам каждого на успех. 20 января Байден передаст власть Дональду Трампу, который вернулся с новой командой и миллиардером Илоном Маском в роли советника. Демократы ослаблены, неудачные дебаты, провальная кампания Камалы Харрис привели их к поражению. И на кого намекает Байден, когда говорит об олигархах, которые контролируют США? Речь идет о нескольких или об одном каком-то конкретном? Мы задали этот вопрос политологу, американисту Александре Филипенко. Джо Байден, скорее всего, имеет в виду общее отношение сейчас Big Tech и вообще всех IT-гигантов к Дональду Трампу и их возможности каким-то образом заинтересовать Дональда Трампа, поскольку мы видели, какие вложения даже они делают в его инаугурационную кампанию. Его инаугурация ожидается как одна из самых пышных инаугураций вообще в последней истории США, в истории США последних лет. Нужно сказать, что президенты до Дональда Трампа старались не получать деньги от больших корпораций на инаугурацию, тем не менее разные вложения всегда делались. Дональд Трамп получил около 170 миллионов долларов различных вложений от различных и больших корпораций, и менее больших корпораций. Видимо, Джо Байден ссылается именно на Безоса, Джеффа Безоса, Илона Маска и других представителей крупных IT-корпораций, которые в последнее время вкладывали в инаугурацию Дональда Трампа. Джо Байден, вероятно, имеет в виду и Марка Цукерберга, хотя о нем он отдельно сказал в связи с опасностью дезинформации. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Сделка может сорваться. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил заседание правительства после того, как Хамас в последний момент отказались от ранее согласованных условий сделки. По крайней мере, об этом говорят в Израиле. Израильский кабинет министров не будет собираться, пока посредники не сообщат Израилю, что Хамас принял все элементы соглашения. В ответ представитель Хамас Иззат Аль-Ришек утверждает, что организация остается приверженной договоренностям о прекращении огня, достигнутым при посредничестве Катара. Сделка между Израилем и Хамас предусматривала прекращение огня, освобождение заложников в секторе Газа и облегчение гуманитарной ситуации. Хамас в последний момент попытался пересмотреть условия, из-за чего процесс застопорился, во всяком случае по версии израильских властей. Трампу не удастся развалить НАТО, говорит Марко Рубио, выдвинутый Дональдом Трампом на пост госсекретаря. Он заявил, что НАТО остается важным альянсом для национальной безопасности штатов и подчеркнул необходимость выполнения странами альянса своих обязательств по оборонным расходам. Наши партнеры по НАТО, эти богатые страны с развитой экономикой, должны вносить большой вклад в свою собственную оборону, а в конечном итоге в партнерство НАТО. Это требование, которое выдвигалось несколькими президентами на протяжении многих лет. И то, что это действительно так, показало то, что произошло с Украиной. Марко Рубио будет придерживаться закона, который был принят еще в декабре 2023 и который не позволит Дональду Трампу выйти из НАТО только по своему желанию. Ну и автором которого и был Марко Рубио. Марко Рубио — это тот человек, который на протяжении всего первого срока Дональда Трампа очень громко заявлял о необходимости поддержки союзников по Североатлантическому альянсу.
И хочется задать вопрос, зачем Дональду Трампу такой человек в администрации, если Дональд Трамп собирается развалить Североатлантический альянс? Какое невероятное количество республиканцев были бы готовы, рады, счастливы стать госсекретарем США. Громкие заявления Трампа в первый срок его президентства, они, в общем-то, и привели к тому, что страны Североатлантического альянса с тревогой начали платить 2% от своего ВВП на оборону Североатлантического альянса. Дональд Трамп уже говорит о том, что вкладывать нужно, может быть, и 3%, и 4%, и даже 5%. И Польша соглашается с Дональдом Трампом. Польша заявила о том, что 5% от ВВП в коллективную оборону, возможно, это реальная цифра, это та цифра, к которой сама Польша стремится. Рубио известен своей жесткой позицией по отношению к Китаю и Ирану. Несмотря на это, в контексте войны в Украине он отметил важность дипломатии и заявил, что, цитирую, «Украина должна искать решения через переговоры, а не зацикливаться на возвращении территорий». Конец цитаты. В апреле сенатор голосовал против выделения 95 миллиардов долларов военной помощи. HMD Global, владелец бренда Nokia, убрал смартфоны из продаж. Теперь на официальном сайте компании их больше не найти. Причина проста: Nokia не смогла выдержать конкуренцию с другими брендами, но бренд не уходит насовсем. В планах компании футуристические проекты, например, создание сотовой сети в космосе. А легендарные кнопочные телефоны, пережившие не одно десятилетие, все еще будут доступны. Для Nokia это конец одной главы, но, возможно, начало второй. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну, у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.